Это политтехнолог украинский Андрей Кучер. Я вас вітаю, Андрей. Вітаю вас, пане Відаю. Ну что, у нас сегодня в политическом, так сказать, пространстве сегодня День Арахамии, я правильно понимаю, да? Вот. Как бы вы прокомментировали высказывание главы фракции относительно... Ну, там 3 пункта таких мне запомнились. Вот мне он чем нравится, Давид? Тем, что он как скажет, так там можно 3 дня обсуждают. И причем там он сказал, что разговор Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. Я себе живо это представил просто. Разговор Зеленский с Путиным, это можно картины рисовать уже, в принципе, на эту тему и снимать ролики, да. Второе, он сказал, что если бы у нас было ядерное оружие, мы могли бы контролировать мир, да, и мне сразу, не шантажировать, мне сразу в памяти вот народной вот этой династии Кимов, вот эта вот вся, да, которая так, в принципе, живет, да, давно, вот. А что еще он сказал третье, я уже и не помню. Но вот прокомментируйте, пожалуйста. Ну, вы знаете, тяжело комментировать вот такие заявления, потому что каждый раз, когда Арахамию постфактум спрашивают и просят все-таки объяснить, что это было, он каждый раз съезжает на то, что это его личная позиция, она не имеет никакого отношения к позиции фракции, и нет никакого заклику в его словах нет. То есть мы видим, что если уже продолжать вашу аналогию, то, скорее всего, Арахамия просто хочет, скажем, увековечиться в мемах в соцсетях. Поэтому, возможно, он и выбрал правильный путь. Но в целом, конечно же, для представителя монобольшинства это играет в минус их авторитету, их имиджу, и еще больше укореняет принцип, о котором говорят все больше среди народа. Это о том, что в монобольшинстве много непрофессионалов, много людей не из политики, и поэтому, соответственно, они себя так и ведут. Я бы, как политтехнолог, отходил от такого позиционирования. Все-таки надо думать, что говорить, кому говорить и когда говорить. На то она и политика. Потому что так просто его фразы берут то же самое. Давайте вспомним про Китай. Ведь, по сути, это даже мы можем говорить, что уже такого международного формата заявления, которое может сыграть напрямую на взаимоотношения нашего государства и Китая, что существенно может подпортить ряд других экономических инициатив, в том числе в Европе, в том числе перед встречей Зеленского с Байденом. Это очень опасно. Поэтому, конечно же, есть доля, скажем, вкапов, которые вот депутаты монобольшинства производят, и вот с этим нужно работать, потому что они должны взрослеть вместе со страной, вместе с парламентом. Все-таки они тоже должны становиться мудрее. Это значит, что когда вы выходите и говорите с публикой, то министр МВД не может себе сказать, что для него это жертва. Как и не может выйти Арахамия, лидер монобольшинства, и сказать о том, что вот, как вы привели пример, вот такие вот цитаты. По моему мнению, это все-таки отсутствие политической культуры. Но, скорее всего, не будет никакого результата. Ни дисциплинарно со стороны партии. И я уверен, что, в принципе, все будет информационно просто потушено. Тем более, что благо там есть информационные поводы, в том числе и партия «Голос» не дает расслабиться, и ОПЗЖ всегда подбрасывает информационные поводы. Так что я думаю, что информационно просто все спустят и не будут реагировать на то, что говорит Арахамия. Да, но я совершенно согласен с вами, Андрей. Просто эти рецидивы, я же не против Арахамии конкретно. Я не против, там тот Арестович Алексей был, сидел и говорит, вот наши слова про Китай неправильно протранслировали. Я говорю, ну я старый журналист, я знаю, что если тебя неправильно поняли, виноват ты исключительно сам. Значит, ты неправильно высказался. Значит, если ты хотел в Китай, ну не надо хвалить китайскую компартию. Это вообще моветон. Но это партия, которая осуществляет политические репрессии, ну там по разным параметрам. Да? Но есть вещи, которые ты не понимаешь, спроси у умного, позвони товарищу. Там. Я вот не понимаю в медицине, я доктору звоню, да, не понимаю, ну как-то вот так, да. Но не может быть человек знатоком во всем. Я допускаю, что есть вещи, в которых Арахамия разбирается, да, но есть вещи, в которых нет. И тут самый простой способ, раз в 2 года как бы не впрок не пошло, и эти скандалы сопровождают Давида постоянно, почему бы президенту Зеленскому не сказать, тем более он личный друг, Давид, давай так, вот эти темы ты твои, пожалуйста,
пожалуйста, да, а вот эти, пожалуйста, не твои, да, потому что мне с Байденом встречаться и анонсировать, что я на него буду орать, не надо. И вот мне там, с китайцами не нужно вот это все. Ну, как-то вот порядок в этом может навести только Зеленский. Если ему вот мы увидим, что продолжится вот это, потому что пик, я считаю, вот крик на Байдена и вот это все, и это пик на самом деле. Если дальше пройдется, значит, я скажу, что просто Зеленский не может ничего с этим сделать, да. Потому что сейчас он просто должен расставить по местам, потому что они мешают ему, просто конкретно мешают, потому что эти цитаты идут на Запад, цитаты идут в Америку, это ложится на стол Байдену, это вызывает недоверие очередной и так далее. Зачем это Зеленскому, зачем он это терпит, я вот убей не понимаю. Может, ты как политтехнолог понимаешь? Вы знаете, Эльдар, мне кажется, тут есть два вот таких существенных момента в том, что мы же понимаем, что в монобольшинстве придет время, когда начнут откалываться определенные такие самостоятельные лидеры, как Разумков, который сейчас в Одессе с Кличко проводит форум. Да? Мы же точно понимаем, что выйдет еще ряд других лидеров, которые могут за собой повести. И, возможно, Арахами точно так же пробует себя в роли самостоятельного лидера. Потому что, во-первых, у него действительно просто огромный карт-бланш со стороны Зеленского. Он может использовать тот ресурс, который у него есть сейчас на данный момент, в том числе связи с крупным бизнесом, возможность влиять на депутатов, постепенно привязывать к себе тех же самых депутатов, чтобы потом голосовать так, как нужно Арахами. Я не исключаю, что Арахами готовится точно так же в самостоятельное политическое плавание. И потом в определенный момент, просто как и Разумков, выйти на хорошую финансовую подушку и уже отрабатывать со своей политической силой. Единственный вот еще Корниенко для меня загадка, он все-таки остается верен партии монобольшинства, «Слуги народа», хотя он тоже мог бы стать лидером определенной политической силы. В любом случае, моя первая теза — это то, что Арахамия действует так, потому что он готовится в самостоятельное политическое плавание. И второе — это то, что действительно морально у Арахамии чувствуется определенный прессинг. То есть на него наседает, от него много требуют. И, скорее всего, это требует президент. Потому что мы же понимаем, что вы правильно сказали, что перед встречей с Байденом все должны стоять смирно. Да. Все должно быть подготовлено настолько детально, настолько четко, да, чтобы ничто не помешало Зеленскому достичь нужных нам показателей. Поэтому вот такие фразы все отдают отчет, что они не могут быть. Соответственно, я уверен, что у Зеленского и у Арахами есть коммуникация, но я думаю, что вот второй момент, моя теза, да, это то, что Арахами просто психологически подпитает, поэтому вот так импульсивно, эмоционально он высказывается. Но то, что он может действительно навредить встрече Зеленского-Байдена, это факт. И тут уже должен сработать сам Зеленский. Тут уже никто не указ и никто не поможет. Ну и еще, конечно, опасения вызывает чуть раньше, на неделю раньше будет Крымская платформа. Я очень просил бы, конечно, фракции «Слуга народа» ограничить доступ к микрофонам людей, которые могут что-нибудь про Крым наговорить такого, да, с водой связанного, еще что-то. Мы это наслушались уже за последние, там, уже не знаю сколько лет, да. И у меня есть такие опасения, на самом деле. Я очень прошу собраться и как бы, ну, просто взять себя в кулак и выдвигать спикеров, которые там могут говорить, ну, как Лиза Ясько, такие люди, которые правильно эту тему освещают на международных позиций, да. Вот последний мой вопрос, но ответ развернут, у вас есть 5 минут на тему Крымской платформы. Что вы думаете о ней, чем она, как она пройдет, что закончится, и хорошо ли это для Украины, и насколько хорошо? Я считаю, я сторонник Крымской платформы, и сам как крымчанин я понимаю, что тема последние, там, ну давайте откровенно, с 2015 года эта тема постепенно затухала. Тема аннексии и вообще пребывания Андрей, граждан. я перебью. Андрей, секундочку, извини, перебью, пожалуйста. Она бы затухла, если бы не блокада Крыма, которая прекратила эту торговлю, то тогда вообще бы уже Крым был сдан, все. Там по 600 фур въезжали контрабанды. Это всем было вообще, Запад давно бы отвернулся от нас. Вот я понимаю, что мы тогда вот вместе с украинскими патриотами спасли репутацию страны и президента, и правительства, потому что если вы сейчас представить торговлю с Крымом такую, а тем более они мост построили, да, то сами Запад про теме Крыма вообще вы ничего не говорил. Говорит, вы сдали Крым, вы разбираетесь, все. Извини, пожалуйста. 100%. 100%. И поэтому то, что Зеленский все-таки ищет новый формат для того, чтобы тема Крыма не ушла, это, по-моему,
мнению, правильно. Кроме того, мы же знаем, что, по сути, люди часто путают Крымскую платформу с переговорами, и начинаются Мгм. манипуляции по типу «вот Россия должна будет приехать» или «вот Россия не приедет». Это как? Давайте развенчаем этот миф и скажем, что Крымская платформа — это не переговоры. Это площадка для дискуссии цивилизованного мира тех, кто поддерживает Украину в противостоянии с Россией и не поддерживает аннексию Крыма. Вот что действительно будет интересно, это, например, позиция Турции, которая действительно сейчас взяла такой достаточно, ну, скажем, нейтральную позицию, не высказываться, но тем не менее и сотрудничать с Россией как бы везде так. То же самая история с Германией и Францией. Интересно, приедут ли они на Крымскую платформу, что будут говорить, потому что, опять же, мы прекрасно понимаем, что Германия, Франция — основные игроки в Европе, и от них много чего зависит в политическом сегменте. Поэтому, конечно, это тоже интересно. Но самое главное, что другие 30 стран готовы приехать в Украину и говорить о Крыме. Это значит, что мы можем создать платформу, которая будет действительно новой площадкой для дискуссий. Для меня, повторюсь, и уверен, для вас, как и для крымчан, это важно. И пусть, да, может быть, сначала это будут просто разговоры. Конечно, не будет изменений завтра. Но тем не менее в споре рождается истина, и я очень надеюсь, что эта истина будет потом продуктивна по отношению к Крыму, к аннексии и так далее. Чем черт не шутит? Не знаем, Путин не вечен, и все может случиться. Поэтому и завтра у нас уже будет рецепт, если Крымская платформа заработает. Поэтому я считаю, что Крымская платформа — это отличная просто отличный прием для того, чтобы, первое, эту тему не забыли, второе, организовать цивилизованный мир вокруг актуальной темы на территории Украины. Да, и тут главное, Андрей, это то, что она задумана как регулярная. То есть степ by step. То есть невозможно будет с тем же самым, с чем ты пришел на первое заседание, прийти на второе, да? То есть и внутренняя политика Украины будет меняться в отношении, усиливаться в отношении деоккупации. То есть тут неизбежно. И западные партнеры, посмотря как Путин, конечно, будет себя вести, но в любом случае Крым не уйдет с повестки дня. За это страшно благодарен Зеленскому, что ему такая идея в голову пришла. Потому что она вроде как на поверхности лежала, да, никто не делал. А тут как ни критикуйте, и я сам критикую, и там это мне не нравится, и то мне не нравится. Но сам факт и то, что это может быть история степ-бай-степ, а это только так работает. Она не может быть одно заседание Крымской платформы. Ну, очевидно, да? Это как не может быть велосипед с одним колесом. Хотя с одним колесом может. Вот. Но Крымская платформа не может. Спасибо большое, Андрей Кучер с нами Вам был. спасибо большое. Да, очень такой, ну, позитивный человек, я смотрю. Включайтесь до нас чаще. Вот. Всего вам доброго. Я чувствую, вы на отдыхе. Хорошего отдыха, но те, кто смотрит АТР, они могут ненадолго, конечно, отойти от экранов, но затем продолжить нас смотреть, потому что я передаю эстафету, как сейчас на Олимпийских играх, в связи с Олимпиадой, может, спортивную терминологию больше использовать, Гульсум Халилович, через какое-то время не переключайтесь. И, конечно, мы скоро все вместе будем болеть за нашего борца Харамлы Ленура Тимирова, который представляет сборную Украину в команде греко-римской борьбы. Кажется, у них соревнования скоро начнутся. Ну, не сегодня, но скоро начнутся. В общем, оставайтесь с нами, и мы с вами. И смотрите АТР. До новых встреч. И Крым, Сербия, Столочах.